Добрый вечер, шановное господарство. Вы глядите живую трансляцию «Радио Свобода». Мы теперь находимся у Менску, станция метро «Усход». И это чарговый выборчий пикет, на які трапила наша здымачная група. Тут збіраюць сёння подпісы за дзеючага прэзідэнта Беларусі Александра Лукашенко. Гэта даволі надзвычайная сітуацыя для гэтай выбарчай кампаніі, тому што ўжо прайшло амаль 2 тыдні, і яшчэ не было за гэты час нідзе заўважана у Беларусі ўвогуле, каб на вуліцах стаялі выбарчыя пікеты і дзе б збіралі подписи за Александра Лукашенко. Ужо на третий дзень прадстаўнік Беларусі заявіў пра тое, што 200 тысяч подпісаў сабраныя за яго, але якім чынам для многіх заставалася загадкай, тому што нідзе вось гэтых месцаў пікетаў людзі не бачылі. Вось, а цяпер гэта бадай сапраўды першы такі сапраўдны вялікі пікет, і зараз мы пакажам, як гэта выглядае, і спытаем людзей, якія сюды прыйшлі падпісацца, стаяць вось тут у чарзе, чаму яны вырашылі падпісацца за Александра Лукашенко і дзе яны працуюць, яны ёсць удзельнікамі нейкіх палітычных арганізацый, грамадска-палітычных арганізацый. Гэта вельмі сапраўды цікавая з'ява вось для гэтай выбарчай кампаніі. Пашліце зараз паглядзім. Можно меня в телевизор снять? Вось вы бачыце, такія ой, тут цэлыя, глядзіце, тут гульнявыя зоны. Так, трэба, канешне, пытацца ў людзей, ці ёсць ім 18 гадоў, таму што вельмі шмат вось тут моладзі, а тут... Добрый дзень, можна да вас звярнуцца? Так, добрый дзень. Гэта жывая трансляцыя «Радио Свобода». Скажыце, калі ласка, што вось тут зараз адбываецца? Сбор подписи. Што? Сбор подписи. А за кого? За действующего президента. А вы таксама прыйшлі за яго падпісацца? Да. А скажыце, чым вас прываблівае гэты кандыдат у прэзідэнты? Ну, скажем так, я, наверное, осознаю, что поменяется. Что бы ни случилось, все равно. Мы сейчас в той ситуации, когда еще не один год, хотя бы какая-то почва будет у моих детей. А скажите, а вы сюда пришли по своей воле? Да. А вы здесь у державной организации працуете? Частично. А можете рассказать, где? Ну, госпредприятие. А ці ви так само виходите у некую громадсько-політичну організацію, як БРСМ? Да. Так само виходите. А вас особисто усё у той політиці, яка зараз проводиться, Александром Лукашенком задовольняє? Ну, как я уже ответил, я не верю, что завтра что-то поменяется резко. Кажучи, відказу на питання не почув, але добре. Дякую. Добрий день. Ні, відмовляюсь. Добрий день. Можна вам задати питання? Я не хочу отказывать на какие питания. Сьогодні не хочуть, добре. Можна з вами Добрий день. Радио Свобода. Добрый день. Это Радио Свобода. Вы пришли подписаться публично за Александра Лукашенко. Не хочете ничего сказать? Так, добрый день. Может, вы нам нечто скажете? Гэта вельмі дзіўная сітуацыя, скажу, 10 чалавек, амаль вось запар, з кім мы спрабавалі зараз пагаварыць, просто адмаўляюцца увогуле нешта каментаваць. Такога яшчэ не здаралася ні на водным пікеце, з якіх мы асвятлялі, і звычайна сітуацыя была адваротная. То бок у найгоршым выпадку адзін з 10 чалавек не пагаджаўся гаварыць, а тут вось нешта такое цікавае. Так, давайте можна падыць тут бліжэй, пакажам больш гэты маштаб чаргі. Вот так.
спроба номер 11. Добрый день. Это живая трансляция Радио Свобода. Хотели... Мы не даем интервью, извините. Добрый день. Это живая трансляция Радио Свобода. Мы хотели поцікавиться, чему люди пришли сегодня подписываться за Александра Лукашенко. В смысле, почему люди? Не понял вас. Чему вы решили... Увидел пикет, Что? шел мимо с работы, увидел, что собирают подписи. Подошел, стал в очередь, стою, жду. Вы сюда по своей воле пришли? Я вообще шел мимо, увидел, думаю, чем больше кандидатов, тем лучше, поэтому... А скажите, а вы за інших кандидатов так само подписывались за кого-то? Я не встречал вот так вот походя пикеты других кандидатов. Специально я не шел сюда. Добро. И другие, говорю, кандидаты. Если бы шел мимо, наверное, бы подписался бы и того, и другого. Чем больше, тем лучше. То бок ви нічого, ну, ніде на вулиці, ось як гэта пікет, ви не бачили інших кандидатів, каб яны збирали подписи? Ну, здесь вот, проходя мимо, я не видел, не встречал, не А попадал. ўвогуле, каго ведаеце з гэтай прэзідэнцкай гонкі? Яшчэ, акрамя Александра Лукашенко. А фамилии? Ну, почему? Конопатская, она была депутатом по моему избирательному округу, поэтому еще на той ее вахте ее помню. Кто еще? Парк высоких технологий Цепкало, Белгазпромбанк Бабарика, блогер Тихановский. Ну и действующий, разумеется. Вот пятерых я назвал. А хто вас... По-моему, человек 14, но... Так, зараз 14. А скажите, хто з їх вам ось персонально найбільш близькі? А я еще не определился. Еще не знаю. Ці ви, скажіть, ласка, чули про ситуацію з затриманням і кримінальною справою супротив Сергія Тихановського? Но я думаю, все эту ситуацию слышали. Що ви думаєте на гэта? Я не думаю, пускай разбираются те, кому положено разбираться. Видел и одно, и второе, и третье видео с разных точек. Посмотрим, жизнь покажет. Добре? Про обыски вот эти, результаты их. Я думаю, разберутся, и все станет на свои места. Добре, дякую вялікі. Так, паспрабуем трошки, можа, далей дысці, тому што тут вельмі гучна. Вось бачым калег з дзяржаўнага тэлебачання з'явіліся. Дарэчы, таксама гэта першы раз, калі мы бачым калег з дзяржаўнага тэлебачання на вось гэтых пікетах, таму што не было вось на Камароўцы, напрыклад, заўважна, дзе былі 1000 чалавек. Добрый день. Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Скажите, ласка, что тут отбывается зараз? Здесь проходит пикет за выдвиженцев кандидата в президенты Александра Григорьевича Лукашенко. А вы у якоїсь громадської організації состоите сами? Я сама являюсь членом Белорусского республиканского союза молодежи. О, вельмі цікаво. А скажите, вы, чому больше нигде у Менску не было таких пунктов за 2 тижні? Ну, наверное, здесь я вам рассказать не могу, так как не знаю, но когда сегодня собрался такой пикет, то я активно решила в нем поучаствовать, потому что поддерживаю политику нашего действующего президента, в том числе, и, скажем так, то, как он относится к молодежи, я думаю, многие тоже поддержат мои слова. А як ці нехта з інших кандидатів у кандидати вас так само приваблює? Скажем так, я много читаю, смотрю, но на данный момент я оставила свою подпись за Александра Григорьевича. Добре, дякуємо велике. Так, ось можемо отсюль ось показати сам гэты пікет, так бы мовіць. Тут вельмі гучна, канешне. Спадзяюся, вам добра чуваць, што адказваюць людзі, таму што самому не вельмі добра чутна. Вось тут стаіць, давайте паспрабуем. Добрый день. Добрый день. Гэта Радио Свобода, живая трансляция. Хотел спытаць наконт таго, чаму вы сегодня пришли на гэты пикет. Мы не особо хотим давать комментарии, мы считаем, что вы не наши СМИ, поэтому... Что вы кажете? Не будем особо комментировать, потому что считаем, что вы не наши СМИ и не хотим с вами особо общаться. З Радио Свобода, мы не ваши СМИ. А ваши СМИ это какие? Я
не хочу с вами общаться, извините. А ви? Поддерживаю. А ви? Поддерживаю. А ви? А скажите, а вы у БРСМ состоите? Вы як би цим організовано прийшли? А какое это имеет значение? Я цікавлюся. Ну, мы не будем вам говорить. Мы просто шли мимо, нам нравятся треки, решили постоять, посмотреть, что происходит. Ага, музика классная. Нам нравится. Мы любим нашу страну, нам нравится песня про Беларусь. Мы рады, что мы здесь живем, и что мы здесь учимся, будем здесь жить, и дальше нас все устраивает. Спасибо. Ага, так. Нечакане порівняння, звісно, з минулими пікетами, нечто тут відбувається. Паспробуем ще. Ну, ось нам просто, а мы все запад отмовляются в комментариях, пока только с двумя человеками мы смогли... послухаем. Оставить свои подписи в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича. Ви чули зараз, да, я сподіваюся, вельми добре. Паспробуем ще з кимось поговорити. Добрий день. Добрий день. Добрый день. Нас просто не чують. Добре. Добрий день. Гэта Радіо Свобода, живая трансляція. Скажите, будь ласка, ось чому ви вирішили прийти підписатися сьогодні за Олександра Лукашенко? Но я считаю, что это наш гражданский долг проголосовать за достойного кандидата. То есть, для начала поставить подпись. А так чим подобається вам Ян? Не знаю, мне просто нравится порядок в стране. А ведаеце іншых кандидатаў у прэзідэнты у гэтай гонцы? Честно говоря, я не очень рассматриваю других кандидатов. А ці чулі ви пра выпадак з Сергеем Ціхановскім, які був затрыманы? Что-то такое слышала. Якое ваше меркаванне на гэты конт? Меркование. Но я считаю, что не совсем честно как-то поднимать, что ли, людей. Вот, мне методы его не нравятся. Какие методы его? Методы действия. Методы действия? А конкретно, какие методы действия? Человека. Что? Поведение человека. А какие методы действия и поведение человека вам подаваются у кандидата Лукашенко? Не знаю, просто этот человек уже доказал очень многое. Скажите, а вы сюда сами пришли? Да. Вас сюда не запрошали. А як ви довідалися, що тут відбувається сьогодні збор? Із новостей. А куль? Соцсети. Соцсети. Ага. А як давно? Что? Як давно? Коли ви прочитали про це? Сегодня. Добре. А ви виходите? Можно сказать, было, спонтанное решение. То есть я прочитала и решила, что должна пойти. Добре. А ви у якоїсь громадсько-політичної організації состоїте? Нет. В БРСМ? Нет? Нет. Добре, дякую вам велике. Добрый день. Гэта Радіо Свобода, живая трансляція. Ось питаємося людей, откуда вони довідалися, що сьогодні тут пікет проходить? Мне? Просто ходили в магазин, пришли, увидели, решили оставить свой голос. А, вы просто с данный мол вертаетесь? Да. А чему вы решили подписаться за Лукашенко? Это уже мое личное решение. Я считаю так. Решаю, что это правильно. А что вам подобається у їм? У порівнянні з іншими вилученцями у кандидата у президенти? Не знаю, по крайней мере, этого человека мы знаем, как мы с ним живем, и, не знаю, будем дальше развиваться вместе с ним. Ага. Ці просто за інших кандидатів ви збираєтесь підписуватися за когось? Не за інших. Не будете? Не буду. Добре, дякую. Так, ось некоторі люди кажуть, що вони проходили мимо і вирішили тут припинитися. Давайте, може, поспробуємо. Ось це правда люди, які тут проходять з крами, поговорити з ними, ці вони долучаться до гэтага пікету. Ага, пакуль адсюль можам невялікі зрабіць агляд, як гэта выглядае. Тут, насамрэч, немало людзей. Некалькі дзясяткаў, можа быць, нават да сотні, якія ў дзве чаргі ў вось гэтых намётах стаяць.
І більшість людей, пакуль, з якими ми розмовляли, яны увогуле адмаўляліся, просто нічого не казали, бо казали, що не будуть нам нічого говорити в інтерв'ю. Ось, ці кажуть, що вони проходили мимо, але нікого сюди не привозили. Ой, так. Давайте, може, ось які люди, напевно, не прийшли адмыслова сюди, що ви всі не думаєте на гэтаком. Ой, так. Разбегаются от нас. Добрый день. Гэта живая трансляция «Радио Свобода». Скажите, калі ласка, вы не пришли раптом на гэты пикет? Нет, я с работы в магазин зашла, но жду, да, что поменьше стали проголосовать. Так само подписаться? Да, за президента. Ага. Ну, вы сюда не адмыслова приехали? Я не специально, я с работы в магазин приехала, вот увидела, что можно проголосовать и жду, пока чуть-чуть по очереди поменьше. Чому ви вирішили за Александра, ну, хочете підписатися за Олександра Лукашенко? Ну, я только его и знаю, помню всю жизнь, поэтому, я думаю, неплохо справляется со своей работой. А увогуле, ці шмат ведаеце пра палітычную вы зараз сітуацыю, пра іншых кандыдатаў у прэзідэнты? Нет. Не ведаеце Ціхановскага, Бабарыку, Цапкалу? Не интересуюсь. Меня вполне устраивает мой президент, поэтому... Добре, дякую вам вялікі. Вы все чуеце. Якасна, конечно, да, вельмі адрозніваецца гэты мітынг ад іншых. Добрый дзень. Гэта «Радио Свобода», живая трансляция. Хотели спытаць, ці вы подписывались таксама за Александра Лукашенко? Ой, гэты чалавек быў з камерай і ой. Так, не буду. Может быть, ён сюды по працы прыйшоў таксама. Добрый день. Добрый день. Так вы ж еще не пачулі пытанне наше. Таксама адмовіліся. Добрый день. Добрый день. Гэта живая трансляция «Радио Свобода». Хотели спытаць, вы таксама приехали сюда на пикет? Ну, не на пикет, нет, в магазин переехала. Вот вижу, что пикет проходит. Пойдете подписываться? Конечно, да. Чему за гэтага кандидата в президенты вы хотите подписаться? Ну, потому что меня устраивает все, как у нас в стране сейчас проходит. Я не считаю, что другие кандидаты смогут сделать гораздо лучше. А что задовольняет? Что вам подобается у дзеючай уладзе, у дзеючым президенте? Пусть конкретно. Я хочу сказать, что я не вижу из тех кандидатов, которые предлагают, выдвигают у себя конкретно, что они смогут... Я не верю, что они смогут выполнить свои обещания и смогут они в лучшую сторону как-то повернуть нашу жизнь. А скажите, будь ласка, ось наконт справи Сергія Ціхановського, який зараз затриманий, що ви думаєте? Ничего. Ну, ничего не думаю. Вас не цікавить його нальос? Нет, нет. А ввогуле ведаете про його? Да, да. Ну, не знаю, каждый волит поступать по-своему. Я не даю оценку действиям Тихановскому. Ну, Лукашенку даете? Что? Лукашенку даете оценку? Ну, я хочу сказать, что, ну, это сложный вопрос. Не могу вам прокомментировать, сказать, что вот правильно, неправильно, плохо, неплохо поступили с Тихановским. А можете сказать, ну, вот вы здесь у державной организации працуете, ці не? Нет, не в государственной. Тобто, ну, вас сюди не привозили, ось як нам писали у соседку, що сюди б людей привозили? Нет. То... Вот я просто вот в торговый центр заехала и увидела. Вообще до этого пикетов не видела. Не бачили ни водного пикета? Ну, я вообще, в принципе, редко куда-то выхожу. И с машины на работу, с работы домой. Здесь нужно подарки детям купить. Ну, не знаю, может быть, они проходят. Не знаю, не видела. А чому ранее вы за Александра Лукашенко не подписывались? У меня не было возможности раньше подписаться. Я не видела где-то. У меня вот так вот. Я нигде не видела раньше, где можно было подписаться. Добре. Дякую вам велике.
Але ви прийшли сюди. Вам все спасибо. Так, зараз давайте ще раз паспрабуем пройсці чаргу. Колькі атрымаецца, нам атрымаць каментароў. Вось з самых пачнем. Так, тут уже беруць калегі інтэрв'ю человека. Добрый день, гэта радыё Свабода, жывая трансляцыя. Хацелі спытаць, што тут адбываецца сёння, як вы сюды трапілі? Што тут адбываецца, як вы сюды трапілі? Мы тут проживаем, подписи ставим. Як вы даведаліся, што тут пікет праходзіць сёння? Ну як вы? Проживаем близко, убачили пикеты и вышли. А чаму вы вырашылі за гэтага вылучэнца ў кандыдаты ў прэзідэнты падпісацца? Ну я уже подписалась за інших. За якіх? І за Ципкалу, і за Бабарику подписалася. Хай усі йдуть, спробують. А хто вам персонально больше імпатызуе? Ну, я покуль что гляжу, программа есть. Нечто, что мне подобается у кожного. Тобто ви ще вибір свій не зробили? Пакуль ще ні. А так у гэтым кандыдаце што вам падабаецца, вось якой вы зараз стаіце? У гэтым кандыдаце, ну, мне падабаецца наогул наша краіна і тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень. Бо ішлі мы ад горшага да лепшага. Вось, так што мне пакуль што падабаецца тут жыць наогул. Вось у 94-м годзе таксама было шмат кандыдатаў. Як вы думаеце, ці ў іншых кандыдатаў сёлета таксама ёсць шанец паказаць, што яны на нешта здольныя? А чаму не? Магчыма. Магчыма. Добра, дзякуй. До рэчы, я хацеў нагадаць тым, хто глядзіць наш стрым, калі ласка, не ставьте нам дизлайки, лепш каментуйте, потому что нават калі вы не згодныя, ці вам нешта не падабаецца ў гэтым відэа, не падабаюцца адказы, ці у вас іншая пазіцыя, лепш каментуйте, потому что дизлайки занижаюць узровень нашага каналу. Замест гэтага лепш подписывайтесь і пакідайце свае каментары. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Мне неудобно разговаривать. Добро. Добрый день. Ой. Добрый день. Добрый день. Так, вось 5 чалавек запар просто не рэагуюць на наши звароты, на нашу камеру. Добрый день. Здравствуйте. Гэта Радио Свобода, живая трансляция. Хотели спытаць, вось як вы даведаліся, што тут сёння пікет праходзіць? Знакомые сказали. А як даўно? Что? Як даўно? Вчера. Учора сказали, что пикет будет сегодня, так? Ага. Вы адмыслова сюда приехали? Не поняла, что? Специально приехали, как подписаться? Конечно, да. После рабочего дня приехала. Чаму вы решили вот за гэтага кандидата? Ну, это мое решение. Это моя гражданская позиция. Чим ён падабаецца вам у параўнанні з 13 іншымі? Ну, это мое решение. Не хочу перечислять сейчас пункты, но это мое решение. 3 пункты, по яких вам падабаецца гэты кандидат? Не усе, только 3, самое важное. Просто это мое решение. Добра. Дякую. А скажите, ось у нас пытаюцца гледачы, ці людзі, якія сюды прыйшлі, яны ў дзяржаўных арганізацыях працуюць? Не поняла, что? Ці вы ў дзяржаўнай арганізацыі працуеце? Нет. Добра, дзякуй. Дзякуй. Можна вас запытаць? Можна вас запытаць таксама? По поводу? Чаму вы вырашылі падпісацца за гэтага кандыдата сёння? Без комментариев. Без каментарыяў.
Ваше право. Дякую. Добрый день. Добрый день. Гэта Радыё Свабода, живая трансляцыя. Хацелі спытаць, як вы даведаліся пра гэты мітынг, пра гэты пікет? В каком смысле это? Как, что вам сказать? Что вам сказать именно про... Пытаюся, як вы даведаліся пра гэты пікет тут? Ну, шел вот, смотри, иду, и вижу, что все... И я тоже подошел и... Так, может, дрэнны чуваць, просто перекажу, что ваш человек кажа, что им просто мимо шел и подошел подписаться. Правильно. За нашего батьку проголосовать. Чым бацька падабаецца ў параўнанні з іншымі прэтэндэнтамі ў кандыдаты? Как чим? Я даже не могу конкретно ответить. Ну, просто я уже привык к нему. Дякую вам. Привычка. Что? Ну, привык уже. Привыкли. Да. Дякую, дякую. Так, тут яшчэ і маем шанец. Давайте, можа, вось з гэтага боку падыдзем да людзей. Добрый день. Гэта живая трансляцыя Радыё Свабода. Раскажите, ласка, вось што тут адбываецца, як вы сюды трапілі? Ну, я еду на дачу. Ну, по дороге решила остановиться. Чаму вось за гэтага кандыдата? Ну, потому что мы к ему привыкли. Что, еще раз? И мы к ему привыкли, это стабильность. А якія якасці вам падабаюцца ў ім? Стабильность. Раз. Ну, как бы... ну, в общем-то, половина жизни моей прошло при этом кандидате. Чего менять на переправе перед пенсией? А скажите, про іншых кандидатів ви ведаєте? Ну так, я читала про інших кандидатів. Хтось вам імпонує з їх? Ну так, банкір мені подобається. Хто? Банкір подобається, у його ідеї інтересні. А ці ви чули про справу Сергія Тихановського? Чула. Що думаєте на цей конт? А нічого не думаю. По-моєму, це так. От, як на Україні. Майданчик. Тихановський – це як на Україні? Угу. А що вас примушає ось таке міркування зробити? Ну, я же кажу, что вот по дороге у меня есть еще полчаса времени. Могу тут. А что не так на Украине вы зараз? Ну, честно говоря, как-то несерьезно все у них. Привыкли к Зеленскому как к товарищу, который в КВН. Добре, дякую вам велике. Добрий день, можна вас запитати? 2 слова. Я не буду комментировать. Добре. Добрий день, можна вас запитати? Нет. Можна вас запитати? Можно вас запитать? Что это за компания? Радио Свобода. Нет, Свобода. У вас никакой свободы нету. Чему? Тому, что нема у вас свободы. Мы вам даем слово. Вы все обманываете. Скажите, что идите вы. Скажите, что вы... Я за Лукашенко голосую. Ну, так а я не хочу за вас голосовать. Так мы же не голосуем. Вы бандиты все. А он правильный, наш президент. За него будем голосовать. Все. Добре. Вас пробували доведаться... Так, можем перелічыць. Вось мы прыйшлі ўсю чаргу, з намі пагадзіліся гаварыць, можа, 1 з 5 чалавек у гэтай чарзе. Вось, большасць кажа, што яны альбо праязджалі міма, ехалі на лецішча, прыпыніліся, і некаторыя ўвогуле пра гэты пікет даведаліся яшчэ учора. Хаця вось нам стала вядома толькі пару гадзін таму, што ён тут адбываецца. Цікава. Попробуем еще. Скажите, сколько вам заплатили за эфир? Что? Сколько вам заплатили за эфир? Вам не стыдно продавать страну? Зачем это делаете? Скажите. Микрофон усим. Вам не стыдно? Что? Сколько вам заплатили? Скажите. Сколько? Не стыдно? Ну, может кто-то один. Кто-то один. Говори. Не, а сколько действительно вам заплатили? Мы же знаем, что вы финансируетесь не нашей страной. Да. Ну, мы отрымливаем заробок. Да. А кто вам платит? А вы не отрымливаете заробок? Что? Я нет. Вы учитесь? Если что, я вообще работаю в частной фирме, индивидуальный предприниматель.
Еще мы хотели сказать, что мы разом, и все те, кто пишет сейчас какие-то глупые комментарии, кто говорит, что «Ой, ребята, зачем вы здесь собрались?», кто пишет всю эту ерунду, чернуху, вы полные, не знаю кто, не буду вас называть другими словами, но мы разом, и мы за нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Просто знайте это, а дальше пишите, что хотите. Ми даємо слово усім. Ось розкажіть, чому ви за Олександра Григорьовича Лукашенко? Любим свою страну, любим своего президента. Мы за него. Небо над головой. За стабильно 100% не за тех кандидатов, которые собирают вот эти вот митинги во время пандемии и так далее. Это первый пикет за Александра Григорьевича Лукашенко. И поверьте, я уверен, что не он его синициировал. Я узнал, что он здесь и приехал сюда только потому, что я за эту страну и поддерживаю нынешнего президента, и поддерживаю мир, который у нас есть, который мы можем так легко потерять, благодаря людям, которые не ценят мир, они просто хотят захватить эту власть и эту страну. Дестабилизировать страну, просто разрушить ее. Вам что, здесь плохо всем живется? Не знаю, мне хорошо. А вам как? Мы задаем питание, мы сюда не приехали с повесткой. Давайте вы. Сколько вам? Ну просто интересно, вы мне, я вам. Заплатили. Журналисты, да. Ваше мнение интересно, вы же спрашиваете у меня мнение, мне интересно ваше. Вот. Ну, коли скончиться стрім, я як журналіст просто не можу виказувати свого міркування і ставлення до когось, з ким розмовляю. Я даю слово усім, ось вам зараз даю слово, так само, як ми розмовляємо з іншими людьми. Я могу сейчас быть журналистом, давайте я вам слово дам. Зараз це наш стрім. Понятно. Хорошо. Платят за это, а здесь не платят, поэтому конечно, они не не задают могут вопросы. Кто скажет, им не заплатят деньги, которые пообещали. Ага. Добре, ми вашу позицію зрозуміли. Коли є ще нехто ще нечто хоче додати? Вам подойдем еще, да. Все сказали. За кого отдаете свой голос? Просто интересно, да? Я... Подпись, сейчас голос не отдаете. Камеру вы стесняетесь что-то сказать, вы боитесь сказать свое мнение, что вам не заплатят после этого прямого эфира? Добре, дякую. Я вас зрозумів, після ефіру можемо поговорити з вами, я вам скажу. Всього доброго. Так а почему после эфира? Давайте поговорим сейчас. Почему вы на эфир такой стесняетесь? А сколько, маленький вопрос, сколько в этом году Госдепартамент США выделил на финансирование Радио Свобода? Сколько выделил на финансирование вашей организации в этом году? Есть цифра бюджета? Слухайте, гэта питання не для журналіста, до моєго керівництва. Какая, ради интереса? Вот, До моєго керівництва, питання. Платят. Что? Вам в долларах платят за то, что вы нашу страну втаптывали в грязь и нашего президента? В долларах? Добре. Господар Клишевич, коли ласка, расскажите, чему вы сегодня пришли сюда? Я здесь, потому что я сегодня за нашего президента, за нашу страну, потому что мы сегодня вместе. Я сегодня против таких, как вы, которые за иностранные деньги хотят в нашей стране утворить бардак и беспредел, то, что мы сегодня видим в соседних государствах. Я хочу четко сказать, что мы сегодня, молодежь нашей страны, не даст это сделать, не даст вам это сделать за иностранные деньги. Я хочу, чтобы это тоже всем показали. Это позиция нашей страны сегодня, нашей молодежи. Но у меня единственный вопрос. Сколько денег сегодня потрачено, значит, Госдепартаментом США на то, чтобы вы сегодня здесь устраивали вот такие вот показухи, стримы, съемки? Сколько денег? Вот сколько вы просто как журналист, расскажите нам, пожалуйста. Питання фінансове до нашого керівництва, і вони будуть вам докладно озвучені. Я вам це обіцяю. Озвучите? Да. Наше керівництво озвучить це питання. Можем Хорошо, мы посмотрим и дождемся этих цифр. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы вообще считаете, что иностранные деньги... То, что вы делаете? Так. Вы же не договорились. Или вы привыкли только плохое показываете, хорошее не можете? Макс. Это просто смешно, это называется просто плохое. Это выглядит на... Я извиняюсь. Да. С ПРСМцами разговаривали, да? А вы им задали вопрос, а почему в Беларуси вот для молодых нету возможности просто даже построить жилье дешево? Например, в Украине новостройки в Киеве, да, стоят там, 10 тысяч долларов, 15. Они плохие, да, они такие дешевенькие, но они есть. А здесь вот онлайнер открываешь, цены на жилье от 30 тысяч долларов. Вот эти ребята, БРСМовцы, они как собираются такие деньги зарабатывать в стране для жизни? Вот мне просто интересно. Вот их свезли сюда,
А что с ними будет завтра? Вот им даже по 500 не достанется же. Где жить? Вот просто интересует, где люди такие деньги берут. И вопрос как бы такой, что писали, квартал здесь где-то будут делать, да, и по 500 просто навар с квадратного метра долларов. Это нормально? Ну вот реально. Так это ж все знают. Почему вы такие вот вопросы им не задаете? Вот вы какую-то ерунду спрашиваете, задайте им этот вопрос. Они, может, подумают, ну, как бы, немножко... Мы спробовали задать питание, але нас просто закидали небеспечными, я бы сказал. Нет, вы понимаете, это же не важно, как бы, на чьи деньги, на американские, на российские. А вот на чьи деньги все это сводится? На наши, как бы. Эти все показухи, парады. Зачем этот парад был сделан? Ну для чего? Ну что, не лучше было помочь этим ветеранам? Ну серьезно, ну просто эти деньги на солярку раздать им. Это ж какой бы рейтинг был? А вы, скажите, вы сами не пришли сюда подписываться? Я не пришел подписываться. Я увидел в Телеграме, что тут происходит. Я просто решил посмотреть, что вообще, как бы, ну, подошел у людей, поспрашивал, как бы, почему вы стоите просто и, как бы, в чем смысл? Лукашенко набрал, по его же словам, 200 тысяч подписей. Зачем вот это устраивать? То есть, ну, свезли, и вот люди стоят, здесь жара, здесь душно, от машин идет пыль. В чем смысл? Вот они боятся сказать, что их свезли они. Мы по своей инициативе идем, как бы, а у других спрашивают без комментариев. Ну как так можно? Вот просто знаете, что реально вот скотское отношение к людям, как к рабам просто, которые вот должны выполнять вообще любой приказ, неважно какой он, просто любой. И все равно вообще, что как бы с этими людьми будет. А люди, они боятся просто вот эту копейку потерять того, что есть. Это ужасно. Нищета убивает мозг. И, к сожалению, вот такое вот происходит. Да, эти люди запуганы или там кому-то за зачет какой-то. Я понимаю, я же сам был студентом, но это ж позор. Ну, зачем так делать? Добре, дякую великий за коментар. Ось... Зараз я хвилиночку, там так само до нас хочеш підійти. Я просто откажу, ось нам задавали питання на конт бюджету Ради Свободы. Гэта абсолютно открытые звестки на нашем сайте Рады Свободы. Все гэта ёсць. Любы ахвочы можа іх прачытаць. Гэта абсолютно не сакрэтная інфармацыя. Так, с нами там нехто хотел поговорить. Зараз паспрабую вернуцца да чаргі. Добрый день. Гэта Рада Свободы, живая трансляция. Хотели спытаць вось наконт падзей, якая зараз тут адбываецца. Давайте вы нічого пытаться не будете. Что? Давайте вы нічого пытаться не будете. У вас не пытаться. А у вас можно? Нет. Коли ласка. Можно с вами поговорить? Так я же работаю. Ой, выбачайте. Это коллега. Добрый день. Рада Свободы, живая трансляция. Не хотим давать комментарии. А вы? Можете сказать про то, что тут отбывается? Игноруют нас. Вы хотели что сказать? Я сегодня маску купил. Не маску, а намордник от психоза купил. Вот, уши оттягивает. Думал, тут дадут задарма, не дали. Не буду подпись ставить, поеду. Обманули. Ну, я думал, маску дадут. Ну, намордник от психоза дадут задарма. Не дают, поэтому поеду.
Я вас зрозумів. Скажіть, будь ласка, що просто ввогуле думаєте про ось гэты... Фейк. Гэта... Фейк. Чому? Ну, уж видно, что они приехали не по своей воле, автобусы тут подъезжают. Фейк. Все фейк. А ви, власне, що думаєте про гэтую палітичну кампанію, яка сьогодні в Білорусі ось перед виборами? Ну, нічого доброго не думаю. Усе дрянно. А хтось з кандидатів у кандидату президенти вам імпонує? Тихановський, або його жонка, або Статкевич. Ну, їх не зареєстрували. Остается один вариант, это Махчима Цапкала. Потому что Бабарыка занадто шмат наговорил такое, за что ему отказать практично немагчыма буде. Все. Що ви про справу Тихановського ви зараз думаєте після затримання і ось гэтых знойдених грошах у його? Фальшивка зроблена в Польщі. Фальшивка із Польщі. Там Гродно, Польша близко. Все. Не верите, это версия официальная? Я верую, что это фальшивка из Польши. Добре, дякую вам велике за міркування. Ось пакуль тільки з тих людей, які стояли менавіта у чарзі, нам ніхто не змог розповісти про ставлення до інших кандидатів. Ось усе гэтыя людзі альбо адмаўляюцца размаўляць на камеру, вось, альбо просто ігнаруюць, робяць выгляд, што нас не бачаць. Вось калега таксама спрабаваў пагаварыць з людзьмі, і яны просто ад яго аднекваюцца. Добрый день. Гэта Рада Свабоды, жывая трансляцыя. Не, ізноў не. Добрый день. Ой, видите, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 чалавек ніводзін просто увогуле не захацеў з намі гаварыць. Не тое, што выказаць свайго меркавання, просто увогуле размаўляць. 11 чалавек. Скажите, можа нехта можа пагаварыць з Радыё Свабода? Добрый день. У нас толькі пытанні. Все, што вы хочаце, вы можете сказаць. Што вы думаеце на гэты конт? Добрый день. Так, добра. 20 чалавек без адказаў. А глядзіць нас 20 000 чалавек. Вось, гэтыя людзі таксама хочуць атрымаць адказы на свае пытанні. Да, такое... Цікавая вельмі падзея, дзе людзі прыйшлі галасаваць за, падпісацца за вылучэнне аднаго чалавека ў кандыдаты ў прэзідэнты, але пры гэтым не хочуць гаварыць. Вось давайте афіцыйны чалавек з Беларусі, можа ён нам нешта скажа. Добрый дзень, вы не занятыя, можна вам пытанне задаць? Калі ласка. Радыё Свабоды, у нас жывая трансляцыя. Вось нас глядзіць 20 000 чалавек зараз. Людзей вельмі цікавіць, чаму яны сёння прыйшлі падтрымаць вось гэтага вылучэнца ў кандыдату прэзідэнта? Потому что они хотят жить в свободной, независимой, стабильной стране. И поэтому все пришли. А погода была раньше не очень такая хорошая, а сейчас уже начинается погода хорошая, поэтому люди спрашивают, как можно за нашего действующего президента подписаться. Вот поэтому и очередь, и все радостно, и с радостью пришли, чтобы подписать подписной лист за нашего президента. Вось вы кажаце, з радасцю, мне трошки інше ўражанне, тому што я спрабую пагаварыць з людзьмі, і у лепшым выпадку 1 з 10 увогуле нешта кажа. Просто ніхто не адказвае на пытанне. Чаму, як вы думаете так? Потому что сейчас идет, конечно, вот эта пандемия, и у людей такое немножко состояние, что не хочется говорить.
ни плохого, ни очень радоваться, чтобы не испортить, чтобы погода сейчас привела к тому, что не будет у нас этой пандемии, не будет этого коронавируса, и все станут здоровы, а солнышко поможет. Ой, ну, Поэтому не бойтесь, что люди... Просто вот у нас уже так пошло, что надо говорить, не надо говорить. Сегодня просто все радостно, тихо хотят подписать то, что они хотят поддержать нашего действующего президента, в том числе вот и мы. Поэтому я хочу сказать, все будет добро. Дякую велике, што ўвогуле пагадзіліся нам нешта распавесці, таму што складана нам працаваць сёння, даведацца меркаванню людзей. Вось вы з Беларусі, правильно? Да. Скажыце, ласка, вось ужо 2 тыдні прайшло, а пікетаў на вуліцы за прэзідэнта мы ні разу не бачылі. Ну так что, не обязательно, потому что мы собирали подписи и вот и во дворах, и на предприятиях после работы, и во время обеденного перерыва. И у нас все такая организация общественная, они очень активные. И все сказали, что ж, зачем стоять, когда были дожди, холод, болезни. А сейчас хорошая погода, выйдем, а дальше будем уже и дальше поддерживать. Будет агитация, тогда уже действительно. А тут подписать можно же было на улице, во дворе. На улицах мы не бачили. Не бачили. Очереди не было погода, но на лавочках, вот даже я живу, и многие с такими удостоверениями подходили, и все, пожалуйста, кто хочет, тот подписал. Поэтому не думайте, что это что-то так. Все и действительно хотят, чтобы было тихо, мирно, спокойно, и дайте хорошо жить. Так и будет дальше. Скажите, а на гэтым месцы пікет яшчэ будзе наступныя дні? Не знаю, я думаю, что нет. Мы в разных местах ставим. А где наступное, куда можно будет подъехать? Но мы подумаем по погоде. Сейчас люди все вот хорошо, с радостью такой, и поедут на свои дачи. Я сама не была второй раз только на даче. То погода, то холодно, то дождь, то мороз, то этот самый. Поэтому все будет, как погода будет, так и пойдет. А сейчас подпишем все кандидаты, поддерживая своих. Поэтому будем тогда дальше работать. Это так стихийно, в принципе, идет. Люди захотели, вот как раз даже мои, ой, так мы ж видим и Беларусь, а мы не знали, мы тут живем. И тихо-тихо идут. Поэтому от души, поэтому не думайте, что это что-то там заранее, там все. Заранее мы не думаем. Там, где... Учора не планировали сюда приезжать? Не. Вчера нет, конечно. Нам рассказывали люди, что им еще вчера поведомили про пикет на этом месте. Нет, поверьте, никто ничего не знал, просто погода хорошая, где нам близко, живем здесь, и поэтому люди идут. Вы с нам писали в комментариях, что люди бачили, что сюда людей привозили на автобусах. Да нет, это же какие? Это, по-моему, там какие-то оппозиционные, там все эти такое, но автобусы. А здесь же у нас остановка, поэтому люди вот ездят же в Смолевичи, очередь тоже там есть. Поэтому, видите, вот эти большие автобусы, никто кого возить, когда все на месте. Скажите, вы политично активный человек, сябра громадско-политичной организации. Что вы думаете про оппонентов действующего президента Александра Лукашенко? Ну, всегда есть оппоненты. Народ выберет, народ знает, кого, или обещать все могут. А вот чтобы продержать столько времени, как продержал и поднял нашу страну, наш даже Минск какой, да, и все наш президент ныне действующий, поверьте, такого не было. Я ж уже жизнь, как говорится, большую прожила, и поэтому могу сравнить. А у нас хорошо. У вас все у житті вашим задовольняє, на праці, заробок? Так, конечно, что значит задовольняя? Всем всегда чего-то не хватает, как любой женщины. Всегда много, вроде полный гардероб, а одеть нечего, смеемся. Также и всегда что-то к чему-то стремиться надо. Поэтому спокойно, хорошо. Конечно, мы так раньше не жили, а сейчас, пожалуйста, каждый по 2 машины, по 3, так и думаешь, где припарковаться. Вот. Это ж не тогда не было, чтобы дальше люди всегда одеты, обуты,
дети, вон все, какие только игрушки, чего только не имеют. Ни в одной стране, поверьте, такого. Я была во многих странах. У яких? Я была в Дании много лет, так. Где? В Дании, дальше в Германии и в Великобритании. И? Ну, Нигде такого? нет, все спокойно, все там тихо и так далее. Но все как-то так, ну так, друг от друга. А у нас всегда все, мы всегда помогаем друг другу. Всегда праздник, так праздник. Работать, так работать. Убирать, так убирать. Чистоту приводить. Поэтому вот этот менталитет наш, белорусов, очень высокий. В том плане, что мы любим гостей и любим жизнь. И все должно быть хорошо. Я желаю вам и всем... Апошнє питання можна? Апошнє питання. Ну, пожалуйста. Як ви ставитеся до того, що один чоловік 26 років застається в владі беззмінно? У той час, як ва усіх країнах світу, яны змяняюцца, абмежаваны гэты тэрмін прэзідэнцкі максимум 2 тэрмінамі. Ну так поэтому сколько оппонентов в этом году. Пусть борются, а там покажет. Я думаю, самое главное, какой человек и что он делает. Если он патриот и все, и нет у него в офшорах, нет там золотых этих унитазов, как только мы вот у своих соседей и так далее узнали, сколько этой коррупции. Молодец, борется с коррупцией, и мы должны быть теми людьми, которые поддерживают, чтобы жить в мирной стране. Самое главное, чтобы не было войны, чтобы была работа и хорошая семья. Калі будзе іншы чалавек без офшораў, без залатых туалетаў. Это показать себя надо. А что они показали? Ну что они показали? Дворцы, свои, извините, дачи, да. Добра, дякую вам вялікі. Пожалуйста. Всего добрага. Вельмі разгорнуты каментар нам нарэшце далі. Вы хочаце сказаць нешта? Выказаться? Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Хотел сказать некоторую вещь. Я смотрел сейчас вашу трансляцию, как раз приехал быстренько, что хотелось высказаться. В комментариях очень много зло пишут о тех людях, которые голосуют за Лукашенко. Но очень много из них нужно просто пожалеть в какой-то степени, потому что их заставили, и у них не было иного выхода. Действительно не было выхода. Многие говорят, выход есть всегда, но сейчас действительно его не было. Однако мы знаем, электорат, он по-любому голосует по своей воле. Но сейчас мы видим, что очень большая часть электората начинает переходить в оппозицию. И это очень интересное явление. Вы видели, что с вами очень много пенсионеров просто высказываются уже против Лукашенко, открыто, не боясь, вспоминая виллы те же самые. В общем, мы это и видим, что электорат приходит. Это о чем-то должно говорить. И люди, остальные, особенно те, которые голосуют за Лукашенко, должны, видя это, задуматься. А может, есть действительно вот эта альтернатива без запугиваний, без каких-либо еще вещей, которые ограничивают твой выбор. Или действительно должны задуматься и принять свое решение, а не, будучи запуганными, идти в страхе голосовать за кого-то. Да, пусть там тебя лишат зарплаты, но зато ты будешь биться за свободу своей страны. Если ты истинный патриот, ты действительно будешь голосовать за того, кто не будет еще 5 лет разваливать собственную страну. Спасибо. Скажите, вы адмыслово приехали сюда? Да, я как увидел трансляцию, сразу оделся, потому что меня давно распирало это желание высказаться хоть где-то. А вы будете подписываться за президента Лукашенко? Ни в коем случае, и всех своих друзей я от этого активно отговариваю. Они, собственно, тоже и не будут. Вы нам тут сказали, что молодь, наоборот, она за мир, за стабильность. Это не та молодежь, о которой мы все с вами думаем при слове «молодежь». Это просто проплаченные люди, или же запуганные, или просто у них родители высокопоставленные люди, собственно, которые и под угрозой того, что и их детям будет плохо, тоже, собственно, агитируют детей приходить на все эти акции. То есть, исходя из того, что их самих запугивают, то говорят, если вот твой ребенок не будет так делать, то тебе хана, все. Значит, они тоже своих детей так агитируют делать.
Ось як представник молоді Білорусі, які проблеми ви бачите ось менавіта для себе при сьогоднішній владі? Ну, і раз ви вирішили не голосувати, не підписуватися за вилучення Олександра Лукашенка у президенти? Очень мало перспективы развития после вуза. Да, у нас есть распределение, что на самом деле довольно неплохо, потому что тебе достаточно быстро дают уже готовую работу, чем, например, в соседних странах, когда ты не можешь найти работу после вуза. Но это другое. Очень низкая заработная плата на многих других выпускных специальностях. Если мы посмотрим то же самое IT, оно очень хорошо развивается, но прикол в том, что государство никак не касается этого самого IT, это все частные аутсорсинговые компании делают. И скажем так, вот та же самая проблема очень большая, это армия. Она обязательная, а не контрактная. Это заставляет очень многих людей идти в вузы, получать те специальности, которые им совершенно не нужны. Они тратят свое время, и в итоге потом, возможно, все равно пойдут в армию, отслужат, да, год, а не 1,5. Но все же идут. И такие вузы становятся такими бункерами от армии, давая отсрочку. И не выпуская никаких ни квалифицированных специалистов, ни нужных для страны кадров. То есть совершенно бесполезная вещь. И я надеюсь, еще не было в программе, но надеюсь, что будущие кандидаты реформируют армию, сделая ее контрактной, что и повысит престиж, и повысит легитимность армии в целом. То есть это действительно очень поможет сильно нашей стране в плане выпускаемых кадров из вузов. Скажите, апошнее питание, не буду уже больше вас затримливать. Ці верите вы у змены Украине праз президентские выборы? В сегодняшней форме, в которой они существуют, ни в коем случае. Это называется безальтернативные выборы, как мы все знаем из истории. Но если народ будет просыпаться и будет дальше идти протестовать, выказывать свое недовольство, то, возможно, эти выборы станут и первыми в истории нашей страны, которые что-то и смогут изменить. Дякую вам велике. Спасибо вам. Стаім в гэтай чэргі некалькі пунктаў па зборы подпісаў за вылучэнне Александра Лукашэнкі яны не змяншаюцца. Вось есть людзі, якія сюды прыйшлі з чырвона-белым сцягам. Добрый дзень, скажыце, вы таксама прыйшлі падпісацца за гэтага пришли человека? посмотреть на людей, которые тут подписываются за мирное небо и за пенсию. Что вы думаете на этот конт? Ну это смешно. Посмотрите, они выходят, становятся в очередь, приезжает автобус, они уезжают. Вы бачили? Ну да, он даже 3 автобуса уехало. Там люди были в очереди. Вот там еще очередь стоит с автобусом. Вот автобус подъезжает. И это людей забирают? Нет, не этот. Ну, видимо, нет. Они не такие. Они... Ну, там был Миноблавтотранс, был один автобус, а еще какие были автобусы, я не помню. Ну, вот это забавно. Так это ж тут припинок громадского транспорта. Вы думаете, что это не так? Мы видели просто, что люди... Вот была такая очередь просто в автобус Миноблавтотранс, и все. Еще какие-то женщины обсуждали очередь. Выходят из всей этой вот толпы и становятся в эту очередь. Скажите, чему, ось вы поглядели, то, что отбывается, не хочется сами устать у чергу?
Было бы прикольно, конечно, но тут много ребят есть, которые ходят с камерами такие мутного типа. Ну, то есть подписываться вообще не хочется, а стать в очередь, пообщаться с людьми хотелось бы, конечно, но непонятно их отношения, может, они реально идейные. А што вы ўвогуле думаеце пра гэтую прэзідэнцкую кампанію? Ці магчыма нешта нечаканае ў параўнанні з мінулымі выбарамі? Возможно, да. Вполне я уверен на 90%, что что-то будет. Либо что-то очень плохое, либо что-то очень хорошее, но среднего как раньше не будет. Что вам надае такой уверенности? Ну, как минимум 2 кандидата, которые вышли из, так сказать, элит Беларуси, ну, всем известных, Бабарика и Цыпкала, такого раньше не было. Раньше с новыми позициями какие-то не очень известные кандидаты, провластные, типа Гайдукевича раньше были. А сейчас такая интересная игра получается. Кто-то играет по правилам, кто-то выходит на пикеты. Ну, раньше такого не было видно вообще. Это очень интересно. Добре, дякую вам велике. Спасибо. Дякую. Так, зараз ось нам ще до нас підходив молодий чоловік. Напевно. Да, так само розказував про автобуси, якими быццам би сюди привозили людей, які стоять у черзі, але я вас не можу його знайти. Добрый день, добрый день, добрый день. Гэта Рада Свабоды, жывая трансляцыя. Мы вось даем слова ўсім людзям, якія хочуць і могуць выказацца. Скажыце, калі ласка, як вы даведаліся пра гэты пікет тут? Да ніяк. Мы пришли вообще-то сюда, в Данамол. Тут угоститься вкусными клубничками в шоколаде. Вот, смотрим, тут весело. Мы решили остаться. Поиграли в хоккей немножко. Детство вспомнили. Интересно. А чаму вы решили подписаться за гэтага вылучэнца у кандидаты? Да я считаю, что надо, наверное, шанс давать всем, кто хочет попробовать себя, почувствовать себя в чем-то. Мне кажется, это здорово, когда люди к чему-то стремятся. А за іншых так само подписывались уже? Пока еще нет. А будете? Посмотрю, если понравится, да. Но этого человека я знаю хорошо, вы сами понимаете, все знают. А пока остальных как-то, почти не попадалось как-то так на глаза особых пикетов. Если честно. Не бачили десь у інших Я не совсем в центре живу, мы сюда просто приехали реально, прогуляться, как бы, пятница, вечер, вот. А так, возле ГИПа кого-то там видели, и все, в Серебрянке. Да. Что вы кажете? Купить клубнику, трохи доброго поесть. А чим, добра, кажется, гэтага чалавека давно ведаеце, чым ён падабаецца вось канкрэтна вам? Што вам падабаецца ў ягонай палітыцы, у ягоных заявах? Вообще не очень люблю политику, и разговаривать о ней тоже не очень люблю. Але вы при этом стали подписаться за... Почему? Потому что я вижу, в своей стране живу, и мне здесь нравится. Я люблю свою страну. Люблю, не знаю, мне не приходилось сталкиваться с чем-то негативным. Я вижу развитие определенное. Красивый Минск, красивые дома. Люди, которые к нам приезжают, говорят, что у нас здорово. Проблемы не бачите? У меня их, наверное, просто нет. Все добре. Может, мне повезло, да. Файно. Вельмі рады за вас, калі насамрэч у вас все добре. Дякую. Дякую вам за адказ. Невялікая магчымасць насамрэч пагаварыць тут з людзьмі. Мало хто пагаджаецца. Вось до нас падыходзіў чалавек. Вы хочаце нешта сказаць, да? Так, калі ласка. Я хочу вам сказать, что я приехал сюда специально, и у меня подкашиваются ноги. Безумно обидно за нашу страну, безумно обидно за этих людей, которые сюда пришли. Это просто крик души. И я считаю, что если у нас ничего не изменится, тот миллион подписей, которые за него якобы собрали, все эти люди, которые пришли сюда, это просто нет слов. Бок, вы не приехали сюда подписаться за гэтага вылучэнца ў кандидаты? Ни в коем случае. Все эти слова, которые говорит наш президент, это просто стыдно за государство, стыдно за такое государство, которое ненавидит своих людей, которое занимается... Просто нет слов, простите. А так вы... Вось учора Александр Лукашенко рассказывал про карусели на пикетах альтернативных кандидатов. Вы чули их? Конечно, слышал. Ходили мы на эти пикеты. Не видел никаких каруселей. Все, что он говорит, его оскорбления, просто... Вы сами это понимаете.
И реально мы надеемся, что этим летом что-то изменится. Надеемся, что все эти люди, которые сюда пришли по разнарядке, не выиграют нас, народ Беларуси. Огромное количество людей, которые хотят перемен, которые хотят избавиться от того, что сейчас есть в нашей стране. А дык удакладню, просто вырашили вы приехать сюда, чему, коли вы не хотели подписаться? Я увидел то, что говорили все эти люди, которые здесь стояли. Хочу выразить уважение к вам, к Радио Свобода, за то, что вы честно освещаете все, что происходит. Я увидел интервью и просто не смог пройти мимо. Приехал сюда, чтобы выразить свое мнение и мнение большинства белорусов. До нас подходили... А сколько вам год? 20. До нас подходили так само молодые люди. Яны казали, што яны ў барысамі і казалі, што у краіне ўсё добра, для моладзі ёсць усе магчымасці. Что вы скажете про себе особисто? Я считаю, что люди, у которых нет свободы, голос которых не учитывается на выборах, не могут жить хорошо. Поэтому все эти люди просто дискриминируют Беларусь, мою страну. Я считаю, что государство должно помогать людям, и в том числе люди должны иметь право выбора. Вот. Добре, дякую вам велике. Спасибо. Это ваш товарищ, да? То, что освещаете новость. Да? Так, хлопцы, мы с вами уже размовляли. Это ваш товарищ? Спасибо вам за то, что вы показываете правду. Здесь своего товарища приперли и засняли. Ну-ка, зафоткайте. Как по-другому? Давай. Вы зафоткайте сюда вот этот кадр. Зафоткайте. Товарищи, зафоткайте провокатора. Зафоткайте сюда. Да, я тим часом скажу, что за Александра Лукашенко собраны зараз. За Александра Лукашенко собраны уже 1 миллион подписов официально. 120, 47, 38. 100. Вы из БРСМ, да? Мы зараз мы выставим. Я тут просто, смотрите, они кучками собираются что-то. Мужчина. Так, я вас зараз еще раз повторю услы, что каля миллиона человек официально собраны подписи у вылучэння Александра кандидата у президенты, а это больше, чем на 900 тысяч потребных голосов. Добрый день, вы до нас подошли, можете показать? Да, сейчас минутку. Смотрите, вот я ехал на машине, вот видите, кучкой собираются, вот они. Ну, я не знаю, видно там на камере будет или нет. Вот группа собралась, смотрите, а вот там вот мужчина стоит, вот как раз он, видите, вот где красная женщина в красном, вот она, и вот она стоит, вот они группа и подошли. Их привезли? Их не привезли, они вон там вот собираются возле метро. Я ехал на машине, я понял, что сразу ты сюда собрался, я ваш стрим смотрел, я на работе тут был недалеко. И они, получается, там собрались, ну, это вот человек там 10, наверное. Вот, пожалуйста, вот эти 10 человек стоят, вот смотрите, раз, вот этот мужчина белый, вот женщина, вот мужчина. То есть все вон там собираются. То есть, ну, я просто сам был, за Тихановских еще не успел подписаться, подписался за Баварику, за Цыпкалу. Но вот этот цирк, я сюда приехал просто посмотреть, потому что завтра уезжаю в регион, мне как бы неинтересно. Я просто вижу, какой этот цирк творится. Вот всех их, я просто знаю, учился сам в институте, я прекрасно понимаю, что их сюда согнали, некоторых, кого-то с администрации, но это все просто вот, это просто бред. Ну, бред, реально. Чему цирк, чему бред? Ну, потому что их просто сюда согнали. И некоторым сказали с работы, либо вас уволят, приходите, либо еще. А они безмолвно идут. Я не понимаю, почему эти люди не могут сказать, что они не пойдут. Неужели нельзя сказать нет? Ну, как бы... Отказаться можно, а все боятся. Чего бояться, если не могу понять. Один, вот это он вчера высказывался по телевидению, вот мне интересно вот это вот выражение. Как он сказал, мы страну не отдадим. Под словами «мы» это кто? Саша, Коля, Витя и Дима? Ну, кому она принадлежит? Ему, что ли? Он ее купил или что? Ну, как-то... Скажите, вот что вы думаете ввогуле про вот эту выборчую кампанию и что
што можа быць ну, як могуць развівацца падзеі сёлета, ці гэта будуць такія самыя выбары, як і раней? Не хотелось бы, чтобы было как ранее, хотелось бы, чтобы что-то изменилось, потому что это уже достало. Я не говорю, что у меня там все плохо в жизни, нормально, но мне это надоело, по большому счету. То есть, ну, я не вижу никакой перспективы. То есть 26 лет, а у нас ничего не сделано. Ну, ничего нету. О каких успехах, вот тут вот они под стримом, когда я видел, о каких успехах они тут говорят. Ну, какие успехи за 26 лет у нас случились? Я работал на одном заводе был, ну, не работал, там снимали помещение. Там же фильм ужасов Стивену Спилбергу можно снимать. Там декорации строить не надо, там все развалено. Отопления нету, ничего не было. Вот, ну, вся экономика, которая была построена. Как бы... Я надеюсь, что что-то изменится. Не знаю, как будут развиваться события, учитывая, что некоторые, как он говорит, вспоминают путчи, которые были, как он расстреливается, людей, что ли, собирается. Ну, дурак. Ну, что можно сказать? Дурак. И такой человек управляет страной 26 лет. Дякую вам велике. Что? И почему у вас активисты? Вибачайте, питання, гэта жывая трансляцыя Радыё Свабода. Скажите, представьтеся, калі ласка. Неважно, я просто блогер. Что? Я просто блогер. Блогер. А вы сюда пришли... Посмотреть на происходящее, посмотреть, как вы будете завозить активистов сюда, которые скажут нужное. Ну, можете з ними поговорити. Ось чоловік стоїть, подойдите, спитайте його про... Я видел, как вы студента сюда подвезли. Ну, добре, коли ви бачили, можете після прислати нам відео, викласти, як ми підвозимо студентів. Хорошо. Дякую вам. Все попало на видео, вы тоже. Коли ласка. Все офіційно. Ми не ховаємося, от розниця до вас, ми не ведаємо вашого ім'я. А я слишком узнаваем, если бы вы немножко интересовались политикой. Добре, дякую. Ось, уже не перший раз нас обвинувачивали в том, что мы сюда когось звозим, что мы... Добрый день. А вы пришли подписаться сюда? А? Да, только подписаться. А можете розповісти, як ви довідалися про цей пікет? Здесь не один пикет, здесь 6 пикетов. Ну, мы не поспели начать. В Беларуси, вот пикет профсоюзов, вот пикет БРСМ, и примерно в той же очередности с той стороны. А вы не из организаторов? Нет. Скажите, что вас привабливає у гэтым вилученцю кандидата в президенти? Ну, я с 94-го года голосую за нашего кандидата, поэтому голосую. С 94-го года что раз? Страна, в которой я живу. Потому что я знаю, какие бывают другие варианты. Вы не помните быков 94-го года и в начале 90-х, а мы их помним. А им сейчас всего лишь за 40. А ему было 35, когда он пришел до влады? Вы же еще раз, вы ничего не слышите и не понимаете. Ну, потлумажьте. Я помню, кто командовал жизнью в начале 90-х. Им сейчас всего лишь чуть-чуть за 40. Потому что не видел. Не приходили, не требовали, так что все нормально. Добре, Понимаете, о чем идет речь? Я не розумію. Коли можете потлумачити... Мы разные. Просто разные. И давайте... Мы питання просто задаємо. Мы разные. Вы другие, как инопланетяне. Все. Добре. Дякую. Дякую вам в будь-якому разі за ваше слово, за ваше міркування. Что за телевидение? Радио Свобода. Нет, ну это мне надо белорусское. А какое белорусское? Ну наш белорусский канал. Я обратиться хочу к президенту. Так можете про нас, живая трансляция. За границу, что мне надо белорусское. Давай я скажу. И чтобы стать мудрее, поверить, что цветы прекрасны.
добрый дзень. Гэта Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Жывая трансляцыя Радыё Свабода, зараз мы ў эфіры. Скажыце, вы сюды прыйшлі спецыяльна? Да. Як вы даведаліся, што тут праходзіць пікет? А все есть в этих самых. Я сама отношусь к Белой Руси, общественное объединение. И мы в курсе всех, где, что, чего. Поэтому я пришла осознанно сюда. Потому что все происходило на моих глазах, как это все начиналось. Что вы маете на увазе? А как все вообще начиналось подниматься наша вся Беларусь, потому что было все в ужасном состоянии. Когда мы приходили 31-го, ждали до 6 вечера, чтобы получить аванс, и то не полный, чтобы встретить Новый год. Это было 91-92, ну, перед Новым годом, 92-го. Вот. Все-таки, смотрите, реанимирована наша промышленность. Ну, что, не так? Фабрики, заводы. Дальше. Обучение бесплатное, только сдай, выдержи экзамен. Дальше. Фонд президента по поддержке талантливой молодежи. У меня 8 лауреатов конкурса республиканских. А вы наставница? Я сама преподаватель по классу музыки в Минский государственный музыкальный колледж имени Михаила Ивановича Глинки. И мои студенты были поддержаны нашим государством. Понимаете? Это большое дело, что вот молодые, пожалуйста. Дальше спорт. Он сам занимается спортом и приобщил и нас всех как-то. Ну, знаете, уже даже неприлично заниматься чем-то. Это просто так вот. Посещаем бассейн всей семьей. Что вы думаете про выборы сёлета? Про выборы? То, что много кандидатов, это очень хорошо. Это все наши люди, белорусы наши. Понимаете? Но почему я именно за Александра Григорьевича? Потому что все видела осуществление его, так сказать, программы на практике. И ощущаю это на своей, так сказать, коже, на своей спине. Поэтому. Вось мы размаўлялі з людзьмі, і нам кажуць, што насамрэч зараз няма грошай, каб кватэру пабудаваць, вельмі складана атрымаць крэдыт. Вы з таким не сутыкались с такими проблемами? Ну как, мы собирали, когда были в молодости, мы молодые, все собирали, каждую несли, ну, жили у родителей за питание, тогда не платили, это было в те еще советские годы. А теперь молодежь, ну да, трудновато, старается, но если дают кредит, пожалуйста, родители могут помочь. Почему нет? И потихоньку можно. Вот мы так построили сыну квартиру. Ну, с нашей помощью он тоже работает, все. Добре. Дякую вам велике. Да. Дякую вам. Дякую вялікі всім тим, хто глядзеў гэты стрым. Калі ласка, не забывайце подписываться на YouTube. Гэта трансляцыя, якую вы зараз глядзіце. Ставьте подписку і сачыце за іншымі палітычнымі... Пробачьте, можно я пасля з вами поговорю? Дякую. Дякую. Дякую, что были с нами. Оставайтесь, ласка, на свободе. Поговорите? Да, скажите, что такое? Вот я по вас париться. Як вы его снимаете? Нет, так его уже нет.